Их называли профессионалами с остальным сердцем. На тяжелой бронетехнике каждый из них приближал великую победу. Особую роль танкисты сыграли в 40-х. История знает настоящие чудеса храбрости, отважности танкистов, которые на полях боя громили целые фашистские подразделения. Выставка «Музей краеведения» посвящена Дню танкиста, который в нашей стране празднуют каждое второе воскресенье сентября. Посетителям представили исторические документы, подвиги известных танкистов, нелегкие судьбы и их роль в крупных сражениях. Танкисты играли очень важную роль во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, и поэтому в советское время, в 1946 году, была учреждена дата в честь них, в память и о профессии танкистов, и, в общем, тех, кто создавал танки во время войны. Первый парад танкистов прошел 8 августа 1946 года на Красной площади, тогда Кантемировская дивизия была представлена. Ну и дата 12 сентября, которая была учреждена в Советском Союзе, это в память о тех, кто в 1944 году, 12 сентября, освободил Молдавию и Западную Украину. В Советском Союзе танки стали самым массовым производством военной техники. И не случайно. Боевые машины были незаменимым вооружением. На поле боя бесспорно самый известный танк – легендарный Т-34. Он по праву стал символом победы. Его секрет заключался в уникальном балансе защищенности, подвижности и огневой мощи, а также в возможности массового поражения. Известными были такие модели, как Т-34, 85, БТ-7, ИС-2 и не только. Главными героями, безусловно, были наши танкисты. В Великую Отечественную войну на фронт было призвано более 34 миллионов советских солдат, к которым относились и все экипажи танков и других машин бронетанковых войск. На выставке в музее представлены фотографии и исторические документы об ингушах, которые в составе танковых подразделений на тяжелой бронетехнике приближали Великую Победу. Среди героев Магомед Албаков, Магомед Матиев, Умар Хаштыров, Гилани Майсагов. Последний был удостоен ордена Красного Знамени. С горящим танком он один на один воевал с врагом. Он имел очень много наград, благодарности от главнокомандующего. В его копилке это и орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, медаль за отвагу. Ну и нужно отметить именно тот момент, где ему в наградном листе говорится о том, что при обороне, освобождении Польши, в частности, одном из боев Гилани Майсагов, в общем-то, вывел 10 орудий противника, подавил 10 повозок и уничтожил 30 немецких солдат и офицеров. Еще один известный танкист-ингуш Багамед Гирей Келигов, уроженец селения Ангушт, техник, профессиональный водитель бронетехники танка Т-34. Нужно отметить эпизод, когда он сидел в танке, и напротив было 5 немецких танков. И благодаря своим навыкам и благодаря храбрости и смелости в этом бою он сумел вывести 3 немецких танка из строя. И это благо, он сам был без сознания, был обожжен, но когда он пришел в себя, он отказался идти в госпиталь. Это в последние годы своей жизни Магомед Капралович работал учителем в школе номер 20 Карца, не стал ветерана в 2014 году. В историю Великой Отечественной войны вошло и танковое сражение на подступах к Малгобеку. Символом победы в битве за Кавказ является памятник при въезде в город воинской славы. В конце сентября 1942 года в районе села Сагапши произошло одно из крупнейших танковых сражений, получившее название «Кавказская Прохоровка». Там участвовало около 120 танков и самоходных орудий. В результате Малгобекской оборонительной операции, несмотря на значительные потери, советским войскам удалось разгромить врага, что оказалось существенное влияние на ход битвы за Кавказ. Их заслуга отчасти победа в этой войне, потому что мы знаем, зима того года была довольно-таки холодная, да, и пешим войскам и другим было сложно. И вот огромный вклад внесла именно 52-я противотанковая бригада, которая воевала под Малгобеком. Вооружение нашей страны за десятилетия изменилось, особенно военная техника. Танки сегодня выполняют стратегические задачи на передовой в рамках специальной военной операции. Наши машины по праву считаются одними из лучших в мире, как и в годы Великой Отечественной. Традиционно в годовщину Победы на Красной площади в ежегодном параде танковые подразделения участвуют в смотре военной техники, удивляя своей мощью, уникальностью и стратегическими возможностями. Лина Цычоева, Магомед Диндиев, Магаз 24.